помог. В этой песне даже Аркадьевич придумал проигрыш. На самом деле мы очень гордимся тем, что у нас играл Аркадьевич. Потому что такой умеющий человек и не стареющий душой музыкант, это пример, это только пример. Следующая наша композиция называется «Bluesman». А эта композиция, которую мы сейчас сыграем, она на самом деле адресуется всем рок-музыкантам, да, вот, кто истинно
продолжению всего этого действия и никогда не станет душой. Она так и называется, как это мероприятие «Рок-н-ролл это мы». Хорошо. С праздником Днем Рудного. Спасибо. С вами компания, дамы и господа.
Спасибо, ребята. До новых встреч. Через несколько лет вы тоже на правах ветеранов сможете выходить на эту сцену. Если живы все будете, конечно. Теперь мы вернемся, наверное, к исторической все-таки теме. Если мы до этого говорили о каком-то классическом роке, или в сторону кантри, или в сторону хард-рока, то такое направление, как авангард, исторически в нашей республике, но не сильно был представлен, вот этот вид рока, но тут, если и был представлен, то очень круто, и с ним считались, скажем так, на федеральном уровне, была такая группа «Сумеречная тайна». Если кто-то слышал, даже барабанщики бывшие находятся в этом зале, один из самых активных участников этого вечера, который постоянно хлопает. Но я хочу попросить на эту импровизированную сцену, чтобы услышать краткий рассказ о том, как это было, человека, который делал звук этому коллективу, Олега Ветошева. Пожалуйста. Добрый день. Тебе можно даже поклониться, наверное. Да. Спасибо. Итак, да, была такая, в нашем городе такая была группа, которая называлась «Сумеречная тайна», и начало этой группы, так сказать, было положено в Ехле. Вот сегодня уже прозвучало название этого города. Туда приезжал Демьева, датчане приезжали. Вот, и это был, наверное, 92 год. Я познакомился с Витей Быстроковым, он еще тогда учился в 10 классе, как раз только заканчивал его. Вот, но у меня там уже за плечами было пару, так сказать, экспериментов в рок-музыке. Вот, и Витя оказался удивительно талантливым человеком, музыкантом. Вот, он просто, я с собой привез из Питера много всякой авангардной музыки, вот он ее съел буквально, там, скажу, не знаю, наверное, за вот все, что он слушал, все как-то оседало, все это усваивалось. Вот. И потом начались бесконечные эксперименты, там, я не знаю, насколько они были осмысленны, скорее всего, потому что музыкального образования не было, это все было как-то интуитивно, через записи магнитофон, как-то мы это все накладывали, слушали, пытались из этого что-то выводить. Вот. Ну и в конце концов я в этой группе потом, так сказать, скатился, не знаю, как это правильно выразить, почему занимался звуком вот, на наших живых концертах, так как у нас студийной записи не было. Вот. И от первого состава, можно сказать, что остался один Витя, пришли замечательные музыканты Илья Левашов и Миша Асташев, то есть это ритм-секция, бас-гитара, барабан, просто ребята удивительно четко ловили все вот эти вот безумные размеры Витины, потому что там все менялось и тяжело было все это уловить, но они как-то это все схватывали. Вот, я, честно говоря, до сих пор не могу понять, как это все происходило. Вот, на самом деле музыканты нашли друг друга, вот, и группа состоялась, и в Питере были выступления, мы туда приехали на каком-то, я не знаю, там просто энтузиазме, привезли туда даже свои колонки, барабаны, как мы это все везли. Вот, я вспоминаю с трудом, но тем не менее мы там выступали в клубе. И наша музыка звучала достаточно выразительно, достаточно убедительно, но, к сожалению, в то время, так сказать, вот этот авангард, он воспринимался, наверное, далеко-далеко не сильно. Поэтому на наших глазах были почти слезы. Вот. Но там Витя познакомился с музыкантами питерскими, там, значит, у меня завязалась дружба с норвежцами, вот, куда потом, значит, он выехал, даже в Бельгии был, вот, ну и в результате стал хорошим музыкантом в группе «Пилот». Вот, к сожалению, Вити сейчас с нами нет. То есть это такая искра, вот он себя, наверное, сжег в этом рок-н-ролле, в музыке, вот, отдавал себя просто, полностью, но, к сожалению, музыка тогда, она, наверное, не усвоилась. Или, может быть, мы были несколько не совсем убедительны, может быть, было очень много амбиций, не знаю, но все вместе, скорее всего, но, тем не менее, группа «Сумеречная тайна», вот мне очень приятно было, когда мне позвонили, сказали, что вот я как-то с этим связан и попросили рассказать. Мне очень приятно, да, что эту группу знают. Вот была такая
значит, страница истории рок-н-ролла в городе Сыктывкаре, в нашей республике. Буквально два слова скажу о том, как я вообще пришел в рок-н-ролл. Это было, наверное, в 1977 году. В свое время, в то время в Советском Союзе выходил журнальчик, маленькая такая брошюрка, называлась «Знание». Вот. И в этой брошюрке была целая большая статья, я так это называю, называлась «Музыка протеста». Вот. И там в этой статье было порядка 120, наверное, 130 названий рок-групп. То есть, в то время в Советском Союзе это был просто какой-то прорыв. Вот у меня взорвался мозг просто от одних названий. Вот я не знаю, какая-то энергия шла от этой книги, наверное. Вот. Ну и, конечно же, там были записи. Вот. Я помню, у нас был учитель истории, так сказать, студент, который приехал к нам на практику. Я жил тогда в Молдавии, в Романешках учился. Вот. И этот человек меня посвятил в музыку группы Slade. То есть он прям мог об этом бесконечно рассказывать. Вот. Но про историю он рассказывал не очень убедительно, зато про Slade, это, да, он на самом деле был фанатом рок-н-ролла. Вот, как бы так произошло знакомство. Ну и потом, конечно, уже после «Сумеречной тайны» много было всего другого. Вот здесь Леня есть, с Леней мы играли в группе «Адвентус», да, это в Ембе. Как раз мы были на первом рок-фестивале со Славой Целинским, вместе принимали участие в этом фестивале, группа «День гнева». Я еще помню, Lady Jane была такая замечательная группа. А можно как-то подключить гитару? Да, я хотел бы исполнить буквально, может быть, одну-две песни, вот, потому что продолжаю заниматься песней, гитарой. Вот, и, конечно, больше у меня тексты. Для меня непривычно звук. Ну ладно, следует такой. Хочу исполнить вам песню, которая очень много лет, она была написана еще, когда у нас была группа «Сумеречная», то есть «Адвентус», это был Емба, 89 год. Стихи Александра Бога «На весенний праздник света». Весенний праздник света, я зову родную тень. Приходи, не жди рассвета, приноси с собой день. Приноси с собой новый день, не то, что бьется светом окна звенят. Пусть безумно голос неглубокий день в окне. Пусть безумно смеется неглубокий день в окне. Мы тогда откроем двери и заплачем, и захнем. На жизнь
Да. Я бы хотелось бы сегодня у меня есть возможность показать песню, которая еще ни разу не звучала на публике. Сергей Сенин. «Гой ты, Русь моя родная». Ой, ты, Русь моя родная, хаты бризом обросла, не видать конца и края, только синь сосет глаза, как захожий по домой. Я смотрю в твои поля, а у низеньких околец чахнозон тополя. Пахнет яблоком и медом, по церквам твой кровь спас, и гудит за городом на лугах весел пляс. Побегу по этой стежке на привоз зеленых лет, мне навстречу, как сережки, прозвенит девичий смех. Если криками расцветая, переберусь жить вдвоем, я скажу: Не надо играть. дайте родину мою, верните Спасибо. Олег Левшин, Мария Саратова, спасибо большое. У нас осталось не так много выступлений, в принципе, времени завершения нашего замечательного вечера, по крайней мере, мне он очень нравится. И вновь немного преемственности поколений. Иван Нестерец здесь. Эй, не на йоту, йота. Да, да, это Иван Нестерец. Вы сегодня не на йоту или... Да. Да, в итоге это коллектив не на йоту. Ребята играют, ну, учитывая размах нашего временного промежутка, который мы сегодня обсуждаем, очень-очень недавно, но это очень приятная музыка. И, как мне кажется, софт-рок должен продолжать жить и развиваться. Потому что только, наверное, софт-рок сейчас может попасть в широкие круги аудитории, то есть на радио, на телевидении. А без этого, к сожалению, с рок-музыкой, ну, последние 20 лет никак ничего не получается, по крайней мере, в этой стране. Не на йоту, дамы и господа. Всем привет, с праздником, с Днем рок-н-ролла.
такая вещь произошла перед выступлением. У меня на гитаре сломался колок. Вот он. Но несмотря на это, рок-н-ролл тем и хорош, что в нем могут вам помочь ваши старшие товарищи. Спасибо Владимиру Марокову за предоставленный инструмент. I'm